Перед тем, как мы начнем сегодня, я хотел бы, чтобы вы открыли место Писания из 1 Коринфянам, 3 глава. Знаете, Павел пришел в Коринф, чтобы проповедовать Евангелие, и никто до него этого не делал. Павел был пионером в этом. Был первым, кто начал насаждать церкви. И в 6 стихе, в 3 главе говорится: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Вы нива Божья». В другом переводе говорится, что вы являетесь Божьим садом. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Когда вы проповедуете Слово и истину, и человек до этого не слышал ничего подобного, то, проповедуя, этим самым вы садите семя. Если слышали до этого, то поливаем семя, которое уже было посажено. Семя нужно поливать, чтобы оно росло. Люди говорят: мы слышали это уже очень много раз. Возьмем тему «вера». Сегодня мы будем говорить на эту тему. Ты начинаешь учить о вере, и люди говорят: «О, я слышал это уже много раз». Но Библия не говорит нам, что вера приходит просто так. Библия говорит, что вера приходит от слышания. Она приходит, когда о ней говорят. Продолжайте поливать веру, чтобы она возрастала. Это то, чем сейчас мы будем заниматься. Перед этим служением я молился, и Бог сказал мне, чтобы я учил об основах веры. Я понял, что мне нужно говорить об азбуке веры, о том, что такое вера, как вера приходит и как применять веру. Мы много учим о вере. Мы являемся учителями веры. Мы учим о вере на том уровне, на котором находимся сами. Но видите, многие не находятся на таком же уровне. Люди, только покаявшиеся, находятся на много уровней ниже, чем вы. Вам нужно учить их постепенно, от самого простого и дальше по нарастающей. Об этом говорил Павел. Мы читали это местописание вчера. Это написано во 2 Фессалоникийцам 1:3. «Ваша вера возрастает». Уже будучи в преклонном возрасте, Джордж Миллер писал о пожертвованиях и жертв. Он говорил: 50 лет назад, в то время, когда я начал верить Богу, я собирал пожертвования для своей церкви. И вначале он верил в малые суммы, начиная от $1. Но в течение 50 лет его вера возрастала, так как он растил ее и тренировал. И потом он уже верил в $1 миллион. Так же легко он верил в 1 миллион, так же, как и в $1 50 лет назад до этого. Но не все люди так возрастают в вере, чтобы вот так просто потом поверить в 1 миллион. Все дело в уровнях веры. Кто-то верит в $1, а кто-то в 1 миллион. Вы слышите меня? Благословен наш Бог. Спасибо Ему, что побудил меня говорить сегодня об основах веры. Спасибо Богу за то, что это продолжает работать. Вы можете сказать аминь. Некоторые люди, они думают о себе, что они очень быстро и сильно развились духовно. И они позволяют себе говорить, что движение веры закончилось. Вера — это не движение. Эти люди, они сами себя обманывают. Или они невежды. И как я говорил уже вчера вечером, человек не может получить спасение без веры. И если движение веры прекратилось, тогда и спасения тоже нет. В Ефесянам 2:8 говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру». Через веру. Все скажите: «Через веру». Если движение веры закончилось, тогда и спасение закончилось. Но спасение не закончилось. Слава Богу. Вера — это не движение. Я учу людей и говорю им, что вера является стилем жизни. Об этом говорит Слово Божье. Оно говорит, что ходим мы верою.
Так написано во 2 Коринфянам 5:7. «Ибо мы ходим верою». Если так называемое движение веры закончилось, тогда никто не ходит с Богом сегодня. Есть только один способ хождения с Богом. Нужно ходить верою. Библия говорит нам, что мы живем верою. Иисус Навин жил верою. И если движение закончилось, тогда никто не живет верой. Вы не можете жить с Богом и при этом не жить с верой. Только с верой вы можете жить с Богом. Так написано в Библии. И Библия говорит, это победа. Скажите все, победа. Победа, победившая мир. 1 Иоанна 5:4. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Слава Богу. Вы можете сказать аминь на это? Это вера наша. И если движение веры закончилось, тогда никто не имеет победы, и никто не может одержать победу. Потому что единственный способ одержать победу — это только с помощью веры. Так говорит Библия. «Сия есть победа». Слава Богу. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Вы можете сказать аминь на это? Об этом нужно кричать. Да, это утверждение, и оно написано в Библии. И об этом нужно говорить и кричать. Вчера вечером мы брали с вами и разбирали место Писания Евреям 11:1, где написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это был перевод короля Иакова. В другом переводе написано: «Вера дает нам чувство уверенности в осуществлении ожидаемого». Хотя мы и не видим то, что ожидаем, но мы уверены, что мы получим это. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я знаю об этом, потому что это было много раз в моей жизни. Я верил в некоторые вещи, они долго не приходили, и дьявол говорил мне: «Где же они? У тебя этих вещей сейчас нет». Я говорил: моя вера — это осуществление ожидаемого. И всегда, когда дьявол задавал мне подобные вопросы, я всегда ему говорил: моя вера — это осуществление ожидаемого. И когда-то то, что я ожидаю, оно воплотится в жизнь. Слава Богу. В другом переводе написано: «Вера же» означает, что мы уверены в том, на что надеемся. И я продолжал повторять эти слова и говорил, что рано или поздно у меня будет то, о чем я прошу. И в соответствии этих разных переводов, которые мы прочитали, в значении они одинаковые и передают один и тот же смысл, только написано немного по-разному. Вера означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их не видим. Вера же есть осуществление ожидаемого. Надежда — это замечательно. Спасибо Богу за надежду, которая есть церковь. Что является собой надежда в качестве церкви? В соответствии Слова Божьего в Новом Завете написано, что вскоре вернется Господь Иисус Христос, который вознесет святых на небеса. У нас есть надежда на будущее. Я не знаю, когда это произойдет. Моя вера, она действует сегодня. Слава Богу. И спасибо Богу за нашу надежду в небеса. Мы надеемся на будущее. Наша надежда направлена в будущее. И за друзей, которые уже покинули этот мир и которые уже с Иисусом. Надежда — это замечательно. Прежде всего, конечно же, мы должны надеяться. Но потом вера. Она является осуществлением ожидаемого и уверенностью в невидимом. И потом ожидаемое приходит в реальность. Обратите внимание, в Библии написано: «Вера является». Сейчас. Если не сейчас, то это не вера. Она является в настоящем времени. Если это не настоящее время, то это не вера. Иисус не говорил, чтобы вы не пожелали, только надейтесь и молитесь, и вы получите. Нет, Он сказал: верьте, что получите, и вы будете иметь то, о чем молитесь, в настоящем времени. Я помню, как одна женщина подошла ко мне после семинара, на котором я учил. Знаете, я уже много лет провожу семинары на тему вера. Исцеление и молитва, они неразрывно связаны с верой. Я всегда учу об этом.
И эта женщина подошла ко мне после утренних занятий и сказала: «Брат Хейген, вы часто цитируете место Писания из Матфея 18:19. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Я сказал: «Да, правильно. Так говорил Иисус». Потом она спросила меня: «Согласитесь ли вы со мной?» Я спросил: «О чем?» «Согласиться за что?» Она спросила меня: «Должна ли я вам рассказывать это?» Я сказал: «Я же должен знать, за что молиться вместе с вами». И она начала говорить: «Сейчас у моего мужа есть хорошая работа, он зарабатывает хорошие деньги, мы живем с комфортом. Но вот так сложилось, что на следующей неделе, в субботу, нам срочно нужны деньги, дополнительные $100. Те дни $100 – это были большие деньги. Я сказал: «Хорошо, давайте сейчас согласимся вместе». И я начал молиться: «Дорогой Отец Небесный, я прошу, чтобы Ты восполнил нужды этой сестры и ее мужа. Мы соглашаемся вместе. И Ты сказал: если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Спасибо Тебе». И после молитвы я посмотрел на женщину и спросил ее: «Вот мы помолились. Как ты думаешь, имеет ли уже эта молитва результат?» Она начала плакать и сказала: «Я надеюсь, что это будет иметь результат». Я сказал ей: «Я верю, а ты надеешься. У нас нет соглашения с тобой. Правда в том, что я верю, а ты надеешься. Молитва не будет работать. Надежда находится в будущем. Она направлена в будущее. Но вера, она сейчас. Вера активирует Божьи слова». Был еще один случай. Я проводил собрание в одном городе. Мы договорились с пастором, что я буду учить в его церкви 6 недель. И я учил. И в конце 4-й недели пастор церкви сказал мне: «Брат Хейген, я хочу, чтобы вы учили до конца, как мы и договаривались». И потом он сказал: «У нас планы на несколько следующих выходных». В пятницу, субботу и воскресенье мы хотим провести миссионерскую конференцию. Служение будет проходить в вечернее время, и приедут люди из других церквей. Он спросил меня: «Вы не против?» Я сказал ему: «Все нормально. Конечно, давайте проводите конференцию». И в пятницу вечером я не проповедовал. Проповедовал миссионер. И когда закончилось служение, я, миссионер-спикер и пастор вернулись в офис, и мы беседовали. И к нам зашел ашер церкви и сказал, он сказал мне: «Брат Хейген, тут пришел один человек со своей женой, он хочет увидеться с вами. Он пришел, чтобы получить исцеление». Я сказал им, что у нас сегодня не служение исцеления, а миссионерская конференция. Но я вышел, чтобы встретиться с ними. Здание церкви было уже пустым. Помещение могло вместить около 1000 человек. После служения оно было пустым. Этот человек встал, когда увидел меня. Жена его сидела на сцене возле кафедры. Я шел к нему, он, в свою очередь, пошел ко мне навстречу. Мы познакомились, пожали руки друг другу. Помню, его фамилия была Гибсон. Он сказал: «Брат Хейген, мы слушали вас по радио». Однажды утром я ехал на работу, и у пастора этой церкви была ежедневная радиопередача. И в это утро транслировалась ваша проповедь на тему исцеления. Я ехал на работу и слушал вашу проповедь. И перед тем, как вы начали говорить, была замечательная песня хвалы. Ее пела девушка. И потом в конце песни вы начали проповедовать. Я помню, как вы сказали, что исцеление принадлежит всем. Оно для всех. Он положил руку на плечо своей жены и сказал: «Моя супруга перенесла 2 серьезные операции. И врачи сказали, что сделали все возможное. И лично мне сказали, что она сможет прожить не более полугода». Я сказал доктору:
Я думаю, что вам нужно сообщить об этом моей жене. И он рассказал моей жене об этом. Она перенесла операцию, и после этого носила стальные скобы на своей спине. И вот она сказала мне: «Я пришла сюда за исцелением». У нас нет времени, чтобы вдаваться в подробности. Это касается личных встреч, а я не мог видеть их лично. Но на больших собраниях всегда огромное скопление людей. И на большинство людей тебе некогда возлагать руки, у тебя просто нет времени, это правда. Если бы было время пообщаться с ним с глазу на глаз, и на меньших собраниях я поступаю подобным образом, и тогда ты по-другому инструктируешь их. Я спросил их: «Вы христиане?» Они ответили: «Да, мы являемся членами методистской церкви». Я сказал: «Вы могли бы быть членами этой церкви полного Евангелия и быть рожденными свыше». Я спросил: «Вы верите в исцеление?» Они ответили: «Да, мы верим, что Бог может исцелить». Верите ли вы в то, что когда я возложу руки на вас, то вы получите исцеление? Да, верим, если есть в этом воля Божья. Вы говорите, что хотите получить исцеление, и в то же время говорите, что, может быть, в этом нет воли Божьей. И мужчина спросил: «Что же нам делать?» Не я это сказал, так написано в Писании. Вот, например, что если Слово Божье говорит нам, что Иисус забрал немощи и болезни вашей жены? Есть ли во всем этом воля, чтобы исцелить ее? «Конечно», — сказал он. Я попросил его, чтобы он сел рядом со своей женой. В моей руке была Библия. Я открыл 1 Петра 2:24. Я попросил ее громко прочитать это место Писания. И она прочитала: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». И потом Матфея 8:17. «Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес болезни». И потом книга пророка Исаии 53:5. «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». И мужчина вскочил на свои ноги и сказал: «Все, что только что мы слышали от вас, мы молились за это. И говорили: если будет воля Божья исцелить мою жену, то Бог даст нам веру, чтобы она могла быть исцелена». Я что-то не понимал раньше. Но теперь я точно знаю, что есть на это воля Божья. Я сказал: «Да, я понимаю». Он сказал мне: «Раньше я не видел, но сейчас я услышал и понял». И потом он сказал: «Все, что нам нужно делать...» Поймите, я говорю сейчас о том, что такое вера, и как приводить людей к вере. И вот он сказал: «Все, что нам нужно делать, это молиться Богу, чтобы Он дал ей веру, чтобы она могла быть исцеленной». Можно задать вам вопрос? «Да», — ответили они. Я спросил: «Как вы родились свыше?» Мы жили в 2 кварталах от той методистской церкви. И когда я был маленьким мальчиком, мы с мамой ходили в ту церковь около года. И наши соседи тоже были членами этой церкви. И был случай, когда пастор в той церкви проповедовал пасхальную проповедь. И наш сосед продолжал приглашать нас. Я не собирался туда идти, я лгал ему. Но для того, чтобы он наконец отцепился от меня, я сказал ему, что в какой-нибудь вечер схожу на служение. Собрания длились неделю, пасхальные праздники. И вот наступил вечер пятницы, и сосед спросил: «Так что, вы идете завтра?» Он ответил: «Ох, вы знаете, нет, я уже прикупил лодку и завтра отправляюсь на рыбалку. В субботу завтра я собираюсь на рыбалку, я не могу пойти». И его сосед задал ему вопрос: «Сколько времени мы живем рядом с друг другом?» Он ответил: 15 лет. «И за эти 15 лет я хоть один раз соврал тебе?» Он ответил: «Нет». «За эти 15 лет ты хоть один раз соврал мне?» Он ответил: «Нет». «Ты сказал: я поеду на рыбалку. Ты что, начал мне врать?» Он сказал в ответ: «Хорошо, хорошо, мы пойдем». И когда мне дали приглашение, то я сказал своей жене: «Я пойду». Она сказала: «Я пойду с тобой». Мы вышли вперед, нас попросили стать на колени перед алтарем, и мы опустились на колени и склонили наши головы. Пастор возложил на нас свои руки и повел нас в молитве покаяния.
И в конце молитвы он сказал нам, что теперь мы рождены свыше. Потом я задал им вопрос. Когда вы стояли там перед алтарем, вы молились? Бог, дай нам веру для того, чтобы мы могли быть спасены? Нет, ответили они. Я сказал, неужели? Они сказали, мы слышали только, как пастор проповедует, и он говорил, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы слышали от него это местописание. Он проповедовал и использовал это местописание. Я сказал, исцеление находится и состоит в том же плане искупления, как и рождение свыше. И если вы не молились, «О Бог, дай мне веру, чтобы я мог быть исцелен», тогда скажите, «Я буду молиться, чтобы у меня была вера для того, чтобы получить исцеление». Слово Божье даст вам веру. И тут он вскочил и сказал, «Знаете что? Я понял». Он сказал, «Есть воля Божья для нее в том, чтобы быть исцеленной. Исцеление принадлежит ей. Аллилуйя. Все, что нам нужно сделать, это просто принять. Да, сказал я. Вы это понимаете. А как насчет вас, сестра? Она сказала, да, я понимаю это. Я приняла Иисуса своим Спасителем, и я спасена. И сейчас я понимаю, что Он также является моим целителем. И поэтому я принимаю Его своим целителем и провозглашаю, что я исцелена. Я сказал, прекрасно. Тогда я возложил свои руки на ее голову и помолился короткой молитвой. Слава Богу. И затем я спросил, сестра, ты исцелена? Она ответила, да. Я сказал, я очень рад за тебя. Я спросил ее, ты уверена, что ты исцелена? Ты выглядишь печальной. Но она сказала, я знаю, что исцелена, потому что так говорит Слово. Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. Я сказал, да, я вижу, что ты получила исцеление. Я пожал им руки и пошел. Я обернулся и увидел, как он взял ее на руки, как маленького ребенка, потому что она сама не могла идти. Он взял ее на руки и вынес из церкви. Все, кто ее видел тогда, сказали бы, что она не исцелена. Но по своей вере она уже была исцелена. По вере она была исцелена. Это было в пятницу вечером. А в воскресенье вечером пастор делал объявление. Он не знал о моей встрече с этими людьми. В то время он был в офисе с миссионером. Пастор стоял возле кафедры и делал объявление. И вот открылась входная дверь в зал церкви. И вот мужчина, я узнал его. Мистер Гибсон вошел. Он вошел и побежал по проходу по направлению к кафедре. Пастор перестал говорить. И мистер Гибсон уже начал подниматься на сцену, и лидер группы порядка уже собирался остановить его. Но тут я встал, подошел к пастору и сказал, «Все нормально». Мистер Гибсон подошел к кафедре и сказал, «Я нахожусь в этой церкви только второй раз. Я являюсь членом методистской церкви». И потом он начал свидетельствовать о своей жене. Он рассказывал, «Мы вернулись домой, мы приехали к себе. Моя жена была все еще беспомощна, и я раздел ее и положил ее в постель. Она сняла с себя корсет, который поддерживал ее. Она была уверена, что на следующее утро, в субботу, она проснется, и корсет ей больше не понадобится, и она будет полностью исцелена. Она будет себя чувствовать отлично». Это вера. Мистер Гибсон продолжал. «Мы пришли сюда пешком. Наш дом расположен в 2 кварталах отсюда. И мы пришли сюда и взяли с собой мою маму. Она не может ходить, и мой брат привез ее сюда на кресле-коляске. Она перенесла 2 инсульта из-за высокого давления. Врач сказал, что если с ней случится 3-й инсульт, то она не переживет этого. Мы привезли ее сюда, и она тоже будет исцелена. Вы просто смотрите и наблюдайте». И в конце служения мы подвезли мою маму к сцене, и пастор-миссионер и я возложили руки на нее, и она сразу же исцелилась. Она была парализованной, и тут она встала с кресла и пошла пешком домой. Аллилуйя! Слава Богу, она получила исцеление. Также есть несколько продолжений этих историй, которые могут помочь вам. На следующее утро, это был понедельник, у меня был урок в 10 часов на тему «Вера», семинар на тему «Вера», урок веры.
Это была небольшая церковь. Я проводил семинар, на котором присутствовало около 200 человек. Я закончил урок и увидел, как женщина идет ко мне. Мне показалось, что она была сумасшедшей. Если бы я мог, то убежал бы. И вот она подошла ко мне, когда я закончил свой семинар, и начала говорить: «Мне хотелось бы, чтобы вы сказали мне что-то. Пожалуйста, сделайте это». Я ответил ей: «Я бы сказал, если бы мог знать все. Если бы меня что-то побудило сказать вам, я бы сказал. А так мне нечего вам сообщить». И вот опять она произнесла: «Мне бы хотелось, чтобы вы мне что-то сказали. Пожалуйста». И опять я ответил: «Я бы сделал это, если бы знал, что вам сказать. Но я не знаю». «Ну хорошо», — сказала она. «Как получилось так, что Бог исцелил женщину-методистку и потом еще наполнил ее Духом Святым?» Она говорила о крещении и о разговоре на иных языках. И кроме того, я заметила, что она была немного накрашена. Она пользуется косметикой. Да, она так и сказала. Как так получилось, что Бог исцелил ее, а не меня? Я сказал ей: «Сестра, Он сделал все, чтобы исцелить тебя». «Вы имеете в виду, что Он собирался исцелить меня, но не исцелил?» Я сказал ей: «Я этого не говорил. Я сказал, что Он сделал все для того, чтобы исцелить вас». Посмотрите, Он сказал, что взял на себя все наши немощи и болезни. Он уже все сделал, совершил. В книге 1 Петра 2:24 написано: «Ранами Его вы исцелились». Написано в прошедшем времени. Это уже произошло. «Да, я знаю все эти обетования», — сказала она. Я сказал ей: «Сестра, это не обетование. Нигде не сказано, что Он пообещал тебя исцелить. Это утверждение, это свершившийся факт. В Библии говорится, что это уже произошло. Слава Богу за то, что исцеление уже ваше и принадлежит вам». И тут она сказала: «Позвольте мне сказать вам, что я думаю по этому поводу и во что я верю». Я сказал ей: «Сестра, у тебя проблема. Ты веришь во что-то другое, а не в то, что говорит нам Библия». И тут она сказала мне: «У меня есть право верить в то, что я хочу». Я сказал: «Да. Но также у нас есть выбор. И есть право верить Библии. Мы имеем право верить Библии». Я говорю сейчас о вере. И тут она сказала: «Позвольте мне сказать, во что я верю». Я сказал: «Хорошо, расскажите». И в тот момент она выглядела очень серьезно. Она сказала: «Я верю в то, что Бог в благоприятное, хорошее для меня время, когда я буду готова, Он сразу же исцелит меня». Я сказал ей: «Эй, так не бывает». И прошло 5 лет. И я вернулся в эту церковь, чтобы провести в ней служение. И эта же женщина стояла среди людей, за исцеление которых я молился. И через 10 лет я опять вернулся в тот же город, только в другую церковь. И опять та же женщина ждала в очереди, чтобы помолились за ее исцеление. И если бы она смогла дожить до 150 лет и пришла в церковь на служение, то она непременно стояла бы в очереди и ждала, когда за ее исцеление будет молиться. Она стояла бы и, наверное, бы думала, что она еще не готова для исцеления. Или же думала: может, вот сейчас пришло его время. Его время, оно всегда. Прямо сейчас. Пришло время принять спасение, исцеление и прощение грехов. Сейчас. Слава Богу. Есть небольшое продолжение этой истории. Это было в 1953 году. По прошествии 19 лет я проводил служение в Форт Ворде, в штате Техас. И я зашел в офис пастора. В тот момент я ощущал на себе присутствие Духа Святого. Я не знаю, почему я заглянул в свою записную книгу. И вот зашла пара. Я возложил на них свои руки, и они исполнились Духа Святого и получили знамение говорения иными языками. Каким-то образом у меня оказался их адрес. На протяжении всех этих лет я хранил его в потайном отделении своего кошелька. И вот однажды я наткнулся на этот кусочек бумаги. Я посмотрел на него, и там была записана фамилия Гибсон.
Однако я посмотрел в телефонной книге и нашел его. Я позвонил, и мне ответила женщина. Я спросил ее, это миссис Гибсон? Она ответила «да». Я сказал, это брат Хейген звонит. Она закричала. Вы помните, я получила исцеление 19 лет назад? Мы все еще являемся членами методистской церкви. Но знаете, мы были крещены Духом Святым. Мы молимся на языках. Мы пошли к нашему пастору и сообщили ему, что мы крещены и молимся на языках. Мы сказали пастору, вы, наверное, не захотите больше видеть нас. Нет, что вы, ответил пастор. Оставайтесь здесь, и пусть все остальные также исполнятся Духом Святым. Слава Богу! Слава Богу! И поэтому мы все еще остаемся там. Остаемся там, наполненные Духом Святым. Спасибо Богу за Его Слово. Многие люди говорят, я верю, что получу это когда-то. Нет. Вам нужно поменять слово «когда-то» на слово «сейчас». Вера, она сейчас. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность – уверенность. Слава Богу. Уверенность в невидимом. И вот еще один хороший стих, который вам может помочь. Посмотрите во 2 Коринфянам. Я хочу, чтобы вы прочитали это место. Давайте откроем 5 главу. Нет, для начала 4 главу. Потом 5 глава, а потом 6. Обратите внимание на то, о чем здесь говорится. 4 глава, 18 стих. Давайте посмотрим. 2 Коринфянам 4:18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Как вы можете смотреть на те вещи, которые невидимые? Тут говорится, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Как вы можете смотреть на невидимые вещи? Только глазами веры. Вы не можете смотреть на вещи, которые не видны вашими физическими глазами. Вещи, которые видны вашими физическими глазами, они временны. А невидимые вещи, они вечны. Аллилуйя! Где вера? Вера находится в Божьем Слове. Слава Богу! Вот второе место Писания, каким бы я хотел с вами поделиться. Я думаю, вы знаете его. Но я хотел, чтобы вы прочитали его. Книга Притчи. Ветхий Завет. Давайте откроем 4 главу. Я хотел, чтобы вы поняли кое-что из этой главы. Я читал это место, когда болел и был прикован к постели. Здесь, в этом месте говорится, «Сын мой». Обратите внимание на это. 20 стих, 21 и 22 стихи 4 главы. «Сын мой». Эти слова также обращены и к женщинам. «Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Аллилуйя! Слава Богу! Номер 1. Словам моим внимай. Это значит, вначале обрати внимание на мои слова. Номер 2. Кричам моим преклони ухо твое. Номер 3. Да не отходят слова от глаз твоих. Что говорит мое слово? Смотрите, если Божье Слово говорит, что ты исцелен, и это Слово не отходит от твоих глаз, то вы увидите себя исцеленным. Не так ли? Если Слово Божье говорит, что Он восполняет ваши нужды, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом, Филиппийцам 4:19. Если эти слова не отходят от ваших глаз, то вы увидите, как ваши нужды будут восполнены. И я увидел это за полгода до того, как был исцелен. К тому времени я был прикован к постели целый год. Уже пошел 13-й месяц. И я увидел это. Я сказал себе, что бы я делал, если бы я был бы исцелен? Я пошел бы проповедовать. Вот что бы я сделал.
Итог всего этого. Я начал видеть себя вне кровати. Я видел себя идущим пешком и гуляющим, делающим разные вещи, которые я не делал в детстве, так как у меня не было нормального детства. Я не бегал так, как бегали другие дети. Я делал это ограниченно, очень ограниченно. Через несколько дней мне должно было исполниться 17. И я видел, как я делаю вещи, которые я никогда не делал. Слава Богу. Я видел себя в хорошем физическом состоянии. Храни их, мои слова, внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела. Это лекарство. Лекарство. Мое слово — это лекарство. Если вам нужна помощь, примите лекарство. Читайте вашу Библию вдвое больше. Слава Богу! Аллилуйя! Я проводил собрание в Форт Уорт, в штате Техас, у пастора Брауна в церкви Ассамблеи Божьей. За определенный период времени я провел в его церкви 5 служений пробуждения. И после одного из этих служений он сказал мне: «Брат Хейген, не хотите вы поехать со мной в больницу и помолиться за одного человека?» Я проводил по 2 служения в день, у меня вообще не было свободного времени, так как все свое свободное время я должен был готовиться к служениям. Но я согласился и сказал, что поеду. Он сказал, что этот человек женщина, она пожилая. Пастор сказал мне: «Было бы хорошо, если бы я поехал с ним в больницу и поговорил с ней». Он сказал, что ей 82 года. Брат Браун сказал мне: «Я был баптистом, а потом я получил рождение свыше». Это хорошо. Мой зять занимался палаточным служением, когда эта женщина проповедовала. Это было 40 лет назад. Я был на одном из ее служений. Она проповедовала о крещении Духом Святым. Я вышел к алтарю, получил крещение Духом Святым, и после этого Господь призвал меня проповедовать. Он рассказал мне, что через ее служение Бог спас многих людей, которые впоследствии стали пасторами, евангелистами и миссионерами. И последние 2 года она была прикована к постели. Врачи говорили, что ей осталось жить недолго. У нее был рак. Врачи сказали, что в ее случае не поможет даже операция. Они разводили руками и говорили: «Вам остается только ждать». Она лежала и была беспомощна, очень худая, и только живот ее был большим. Ее живот был как у беременной женщины, как будто она была на 9-м месяце беременности. Живот был очень большим. Остальная часть тела была очень худой. Я прочитал ей это место Писания, Филиппийцам 4:19. И также я рассказал ей свое свидетельство. И я сказал ей: «Пусть Бог исцелит вас. Позвольте Богу исцелить вас». Я понимаю, что вы много раз слышали эти слова. И вы хотите, может быть, чтобы я уже ушел. Но я сказал ей: увидьте себя здоровой. Увидьте себя, как будто вы снова проповедуете Евангелие. Не сдавайтесь. Пусть Бог исцелит вас. Сначала получите исцеление, а потом уже умирайте, если вам захочется. Я все ей сказал это и ушел. Я уехал, и на следующий год я приехал вновь. Брат Браун позвонил мне и пригласил меня. Я приехал, и в этот раз я был у него 10 дней. Я начал свои служения в воскресенье вечером, и во вторник вечером я проводил служение с возложением рук. Также у меня был книжный стол, я привозил с собой книги. Это были не мои книги, в то время я еще не писал, но у нас были книги известных проповедников. Это были книги о вере. Я дарил эти книги людям для того, чтобы они могли дальше строить свою веру. И брат Браун сказал мне, что та женщина, она теперь полностью исцелена, и теперь она опять проповедует. Также ее дочь сказала, что узнала, что вы приедете в город и будете служить в церкви, и она придет со своей мамой на служение во вторник вечером. Я раскладывал свой книжный стол и услышал, как брат Браун разговаривает с кем-то. Я увидел его, идущего ко мне с 2 женщинами. Я продолжал разлаживать книги на столе. И та пожилая сестра, ей было сейчас уже 83, она подошла ко мне и обняла меня. Я не ожидал этого, и она спросила меня: «Вы не узнаете меня? Я сестра Соунфилл. Спасибо Богу за вас. Я рада, что вы мальчики, брат Браун и брат Хейген, да, по сравнению с ними мы были мальчиками, что вы не дали мне умереть. Аллилуйя». И мы обняли друг друга. Аллилуйя, слава Богу.
Она сказала: «Я знаю это место Писания в Библии, но я никогда не фокусировалась на нем. И вот после вашего совета я стала делать то, что вы мне сказали. Вера, она сейчас, не потом. Она сейчас». И она рассказывала: «Я начала видеть себя, как я поднялась и встала с постели, как я чувствую себя хорошо. Я увидела, как я опять проповедую. Я увидела, как я опять занимаюсь работой евангелиста. И это произошло в физическом мире. Я получила исцеление и опять начала проповедовать. Я пошла к моему врачу. Он не мог поверить своим глазам. У меня не было рака. Большой живот исчез». Она сказала: «Мой врач сидел, плакал и говорил: в моей церкви говорили, что чудеса канули в лету. Но я знаю, что это чудо. Это чудо Божье. Это ответ на веру и на молитву. Спасибо за это Богу. Аллилуйя. Увидьте себя в том, за то, что вы молитесь. Слава Богу. И также верьте в это. Другими словами, посчитайте в обратном порядке. Произведите обратный счет. И вера придет к нам. Вера — это. В Римлянам 10:17 говорится: вера приходит к нам как? От слышания. А слышание от Слова Божьего. Я говорю об этом уже около 60 лет и буду продолжать говорить. Найдите место Писания, в котором есть обетование, за которое ты будешь молиться и будешь верить. Тебе нужно иметь твердое основание для твоей веры. Слава Богу. Я рассказывал вам, как я был прикован к постели, и у меня даже есть семинар на тему «Вера разума против веры сердца». Несколько лет назад я прочитал книгу брата Базверфа, и он употреблял оборот «ментальное соглашение». Это то, о чем я говорю. И потом, спустя несколько лет, я прочитал в книге доктора Кеннина, он назвал ментальное соглашение верой, которая находится в голове. Это вера в то, что ты видишь, в то, что ты чувствуешь. Но мы верим в то, что нам Библия говорит. Чувствовал я или нет, что пришло исцеление? Конечно, я не чувствовал. Мое сердце не было совсем здоровым. Мое тело не функционировало. Моя мама мыла меня в ванной, я сам не мог. Вот таким беспомощным я был. Мама мыла меня утром 8:30, но благодаря Богу в 10:30 я уже встал с постели. Все мои симптомы исчезли. Но я начал верить, что я получу свое исцеление, когда был прикованным к постели. Как я получил веру? Она пришла с помощью Слова. Слава Богу! Очень много раз мы заменяем так называемую сердечную веру на головную веру, веру головой. Вера нашего разума говорит, наше ментальное соглашение говорит: я знаю, что говорит Библия, я знаю, что исцеление принадлежит мне. Но по каким-то причинам я не могу его получить. Но настоящая вера, она моя. И она у меня есть сейчас. Слава Богу. И я продолжаю улыбаться и смеяться в лицо дьяволу. Много лет назад я проводил служение в Южном Техасе. Это было около 30 лет назад. И я остановился в доме пастора. Его дети и жена были дома. Я уже заснул, и в 1:30 ночи я проснулся. В тот момент у меня были тревожные симптомы болезни сердца. Я испытывал боль в груди. И я помню, что такие же симптомы у меня были давно, в то время, когда я был прикован к постели. Это было до того, как я получил исцеление. И дьявол говорил мне, я знаю, что это был дьявол. Номер 1 – неверие. Все, что касается неверия, это от дьявола. Номер 2 – это исходит отсюда. Он говорил, у тебя проблемы с сердцем, и ты умрешь. Можешь даже не обращаться к врачам, они тебе не помогут. Они ничего не смогут сделать. И поэтому ты умрешь. Много лет назад ты получил исцеление, это была случайность. И он продолжал. Была зима, 1:30 ночи, и я не хотел беспокоить пастора. Он со своей женой спали в комнате этажом ниже. Я завернулся с головой в одеяло и начал смеяться. На самом деле, мне не хотелось смеяться. Я заставлял себя. Я смеялся. А дьявол продолжал говорить ко мне. Он спросил, над кем ты смеешься? Я ответил, я смеюсь над тобой. Смеешься надо мной?
Да, я смеюсь над тобой. Зачем ты смеешься надо мной? Ты же сам сказал, что я не получу исцеления. Да, правильно. Ты получил исцеление тогда, а сейчас ты не получишь. И я опять начал смеяться. И он опять меня спрашивал, над кем ты смеешься? Я ответил, над тобой. Почему ты смеешься надо мной? Ты сказал, что я не получу исцеления. Да, правильно. Ты получил исцеление тогда, а сейчас не получишь. И я продолжал, хотя мне не хотелось смеяться, я заставлял себя. И в третий раз он спросил меня, над кем ты смеешься? Я ответил, я смеюсь над тобой. Почему ты смеешься надо мной? Ты сказал, что я не получу исцеления. Да, правильно. Сейчас ты не получишь исцеления. Я сказал, ха-ха-ха, мистер Дьявол. Знаешь что? Я вылез из-под одеяла. Я даже не жду своего исцеления. Я не пытаюсь получить свое исцеление. Я протянул руку к Библии, которая лежала на столе возле кровати. Я сказал, в том случае, если ты не сможешь прочитать, я тебе прочитаю это место. 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Я не должен получить исцеление. Он уже дал мне его. Потому что так написано. Исцеление, оно уже дано мне. Слава Богу. Слава Богу. После моих слов дьявол развернулся и ушел, и также все симптомы болезни исчезли. Очень много раз люди тратят свое время, пытаясь получить свое исцеление. Вам не нужно получать его. Вы его уже получили. Оно уже дано вам. Я уже читал вам место Писания о вере. Написано, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Hallelujah. Это хождение в свете Слова. Это исповедание и провозглашение Слова Божьего является истиной. И хождение в свете принесет благословение в вашу жизнь и также принесет благословение в вашу жизнь духовно, психологически, физически, в каждую сферу вашей жизни. Стой спокойно и жди, и ты увидишь спасение и освобождение от Господа, потому что Он уже все сделал и приготовил для тебя. Это не твоя битва, это Его битва, а Он уже победил. И поэтому радуйся и будь доволен. И ты увидишь плоды своей веры. Спасибо тебе, Господь Иисус. Несколько лет назад некоторые из вас помнят эту историю. Дух Святой открыл мне, что Он разрешит проблемы нескольких людей в определенной сфере. Это случилось на служении в кемпинге. Я получил слово в свой дух, и я только передал слова, которые в меня вложил Дух Святой. Я произнес эти слова: «Развода в браке не будет. Развод в семье не произойдет». Кто-то из вас помнит это? Некоторые из вас помнят. Развода не будет. И я произнес это утверждение, я сказал, у кого в этой области проблемы, примите это. Просто примите. Мы закончили служение в кемпинге и потом поехали в Сент-Луис. Там мы служили неделю и затем поехали на неделю в Миннеаполис. У нас был крусейд по городам в то время, и потом после служения в Миннеаполисе мы вернулись в Талсу, и я оставался здесь около месяца. И ко мне в офис пришло письмо. И перед этим в Сент-Луисе, после одного утреннего служения, один мужчина подошел ко мне. Это был человек приятной внешности. Он пожал мне руку и сказал мне: «Брат Хейген, я пастор Объединенной Методистской Церкви здесь, в Сент-Луисе». Он сказал: «Я и моя жена были на служении в кемпинге. И у нас в течение определенного времени были большие трудности в браке. И мы решили развестись. Мы были на служении, но находились в разных местах зала. И когда собрание закончилось, мы встретились и сказали друг другу: мы приняли слово, которое вы сказали. И я хочу вам сказать, что сейчас мы самые счастливые». И потом, когда мы вернулись в Талсу, я получил письмо. Это было письмо от пастора Баптистской церкви в одном из городов Оклахомы. Он писал мне, что он является пастором первой баптистской церкви в городе.
Дальше он рассказывал в своем письме, что он был на служении в кемпинге, и он говорит от себя: «Моя жена бросила меня и живет теперь в Оклахома-Сити. Она готовила документы для развода». И дальше пастор писал: «На служении вы сказали, что все восстановится и развода не будет. Примите это слово». Я сказал себе: я хочу, чтобы мой брак восстановился. Я принимаю это слово. Тот вечер я вернулся домой и молился, стоя на коленях у своей кровати. Я спросил: «Господь, мне позвонить ей?» Господь ответил: «Нет». Следующей ночью он опять ответил «нет» на мой вопрос. И потом следующей ночью Господь сказал тоже «нет, не звони». И дальше в следующие дни я спрашивал его, но он говорил «нет еще, стой спокойно и жди». И на 10-й день вечером я не понимал, что происходит. Развод на следующий день должен был состояться. Все бумаги были уже готовы. И тут Господь сказал мне: «Вот сейчас позвони ей». Я опустился на свои колени, взял телефон и позвонил ей. Она узнала мой голос, начала плакать и сказала: «Это неправильно. Я хочу вернуться домой». Дальше он писал в своем письме: «Она вернулась домой, и мы стали счастливыми, какими еще не были за 25 лет супружеской жизни». Аллилуйя! Я потом узнал, что 5 разных семейных пар, которые были на грани разрыва, и развод в их жизнях не состоялся. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аминь! И я услышал эти слова в своем духе. И вот, например, вы знаете, что допустили ошибку, и вам не следовало идти таким неправильным путем и делать такой выбор. Но вы уже сделали это. Но еще не поздно, и, как говорят, не все потеряно. Не сидите на месте и не ворчите. Не станите и не ропщите. Верьте мне, говорит Господь, просто доверьтесь мне, и я укреплю вас, и ваше прошлое больше не будет властвовать над вами. И вы увидите, что я работаю для вас. И знайте, что нет ни одной самой трудной ситуации, которую я бы не смог разрешить. И ваша трудная ситуация разрешится и станет хорошим примером и свидетельством для других. И у вас будет великое время радости. Я знаю в своем духе. Слава Богу. Это поможет другим людям. Примите это слово.